Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассалям аля расулиллах. Намаз, молитва. Мы с вами говорили, что намаз – это самое великое поклонение после имана. И кто из рабов Аллаха будет хранить намаз, беречь свои намазы и по воле Аллаха, по милости Аллаха сохранит его, он сохранит свою религию. Но кто будет пренебрегать своим намазом, он будет пренебрегать другими делами еще больше. Ибо вот этот вид поклонения, он помогает нам хранить другие наши, то есть соблюдать другие наши обязанности. И не просто Всевышний связал жизнь мусульманина, день мусульманина, вечер мусульманина, ночь мусульманина. С чем? С этим поклонением. Это не просто так, дорогие братья. И даже то, что их 5, это не просто так. Если бы было лучше для нас совершать 6 намазов, Аллах дал бы 6. То, что их 5. И мы с вами знаем, намазов не только 5. У них еще, у каждого намаза есть свое время. И каждое время для намаза Аллах сам выбрал для нас. Время утреннего намаза. Почему именно в это время? Потому что Аллах сделал это время самым благословенным. Почему зухр в это время? Почему аср, магриб, айша? То есть все эти времена намазов, они священные. Они баракатные. Поэтому Аллах Тааля выбрал не только вид поклонения, не только количество, но даже время каждого, то есть совершение каждой молитвы. Поэтому все это помогает нам беречь наш иман, беречь нашу богобоязненность, хранить нашу религию. Поэтому некоторые праведные халифы, как Умар ибн Хаттаб, например, когда выбирал себе персонал, то есть служащих, он всегда просил обращать внимание на их намазы. Потому что он говорил, если этот человек пренебрегает самым святым, значит, в чем-то другом он тоже будет нас что? Подводить. Поэтому чем лучше отношение мусульманина к своим намазам, значит, у него тем лучше будут его отношения к другим обязанностям. Не только к обязанностям перед Аллахом, обязанность перед семьей, мужа перед супругой, жены перед мужем, перед детьми и так далее, и так далее. Вот это есть баракатность, важность, величие этого поклонения. Многие люди думают и уверены, что именно пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к нам 1500 лет назад и начал учить людей намазу. И люди начали совершать намаз именно во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это великое заблуждение. Если мы будем думать, что намаз, он пришел только 1500 лет назад, мы ошибаемся. И люди ошибаются. Потому что намаз, молитва была всегда. Была религия, была молитва. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он обновил это поклонение. Он возвеличил это поклонение и призывал к этому поклонению до конца своего пророчества. Мы знаем Али ибн Абу Талиб, который был рядом, когда посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, умирал, и одним из его последних слов, назиданий, завещаний, как его близким, так и всей умме,
всему человечеству. Какие были слова? Ас-салату ас-салах, вама малакат эйманукум. Намаз. Вот представьте себе, в доме Аиша умирает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, который 24 года призывал людей к религии Аллаха. И вот он умирает, вот когда человек умирает, на его устах самые важные слова. Так ведь? Потому что он покидает нас. И поэтому человек, конечно же, будет говорить, пророк будет говорить самые важные слова, чтобы эти слова запомнили те, которые остаются после него. И он сказал: «Ас-салату ас-салах, вама малакат эйманукум». Намаз, намаз. 2 раза повторил. И то, чем овладели ваши десницы. Ну, ученые говорят, здесь речь идет о тех людях, которые под нашей ответственностью. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: соблюдайте свои обязанности перед теми, кто под вашим руководством. То есть муж по отношению к жене, к детям, там, начальник какой-то по отношению к подданным, вождь по отношению к народу и так далее, и так далее. Вот это последние слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Намаз, намаз. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он призывал к молитве, но он не был первым, который призывал к молитве. Молитва, намаз, она уже была давно до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы видим очень много аятов в книге Аллаха и хадисов, где Аллах и его посланник описывают нам, не только сообщают, а даже описывают нам молитвы древних пророков. Как они совершали свои намазы. То, что они совершали свои намазы. Об этом давайте сегодня, иншаллах, и поговорим. Пророк Юнус, алейхиссалям. Мы знаем, всю историю сейчас не будем пересказывать, да? Юнус, алейхиссалям, Аллах испытал его, он оставил свой народ, его лодка начала тонуть и тянуть вниз, да? И сколько бы они ни бросали жребий, все время жребии попадались ему. И он покинул лодку, оказался в море, и кит уже его по приказу Аллаха дожидался и проглотил Юнуса, алейхиссалям. И, находясь в утробе кита, он покаялся, он признал свою слабость, свою ошибку, свой грех и попросил Аллаха, чтобы Аллах спас его. Сейчас все эти дуа не будем вспоминать, это все есть. Суратуль Анбия, сура пророки, 87-й, 88-й аяты, да? И вот сура Соффат. Аллах рассказывает нам, как он спас своего пророка Юнуса, алейхиссалям. И он сказал: «Фалауля аннаху кана миналь мусаббихин». Если бы Юнус не был из числа мусаббихин. Мусаббихин переводится из числа тех, которые тасбих делают, то есть восславляют Аллаха. Дословно мы это понимаем, это те, которые говорят «Субханаллах», да? «Лаллабиса фи батнихи иля яуми юбаасун». Он, несомненно, остался бы в утробе кита до судного дня. То есть Аллах Тааля говорит, если бы он не был из числа восславляющих Аллаха, восхваляющих Аллаха, я бы не стал принимать его молитву, мольбу. Не стал бы его спасать. Он остался бы в судный день. Ну, конечно, до судного дня. Конечно, в судный день всех, кто проглотили киты, акулы, съели звери, они все выйдут. Так ведь? Потому что это день воскрешения. И вот причина того, что Аллах принял его дуа, это те поклонения, которые он совершал еще до того, как оказаться в утробе кита. Абдулла ибн Аббас, это один из величайших ученых тафсира среди сподвижников,
это тафсир ат-Табари, есть такой большой тафсир, Табари, там говорится, приводятся слова Абдулла ибн Аббаса. Вот эти слова аль-мусаббихин, он объясняет следующим образом. «Фалауля кана миналь мусаллин». То есть нужно понимать слова Аллаха, если бы он не был из числа молящихся, совершающих намаз, то Аллах оставил бы его в утробе кита до судного дня. То есть это значит, что Юнус, алейхиссалям, совершал намаз. И у Ибн Касира, даже это не хадис, но Ибн Касир приводит эти слова. Юнус, алейхиссалям, когда, говорит, оказался в утробе кита, он начал просить у Аллаха. И он даже, когда просил, сказал такие слова: «О Аллах, я совершил намаз там, где никто никогда не совершал намаз». Где он совершил намаз? В утробе кита. Потому что кит не сразу его выпустил. Там говорится про разные 3, 7, там сколько-то, то есть 3 дня, 7 дней, а может быть вообще 40 дней, а может быть еще больше. То есть там не говорится, нет ни одного хадиса, где говорится, сколько он там пробыл. Но он там был некоторое время. И поэтому Ибн Касир говорит, даже когда, говорит, он делал дуа, но это не хадис, сразу я вам предупреждаю, то есть он даже назвал свою молитву, то есть я совершил намаз, о Аллах, там, где никто никогда не совершал намаз. Это же, то есть в утробе кита. Поэтому Юнус, алейхиссалям, он был из числа молящихся, он совершал намаз. Ибрахим, алейхиссалям. Ибрахим, алейхиссалям, которого многие представители, скажем так, традиционных, принятых таких традиционных религий считают своим, так ведь? Потому что и иудеи говорят «Авраам наш», и христиане говорят «Авраам наш», и мы, мусульмане, за него боремся, говорим «Ибрахим наш», так ведь? Ибрахим, алейхиссалям, Аллах, суратун Ниса, суре женщины, 125 аяте, назвал его своим любимым другом, халилем, так ведь? И, конечно же, любимый друг Аллаха, он совершал намаз. Он выстаивал намазы, то есть он стоял в каямах. Он совершал рукугой, он совершал суджуды. И когда он просил у Аллаха праведное потомство, он просил кого? То потомство, которое будет совершать намаз. То есть он не просто просил детей, он просил таких детей, таких сыновей, таких дочерей, таких внуков, такое потомство, которые и после него будут совершать это великое поклонение. Сура Ибрахим, аят 40. «Робби джаальни мукимас салати ва мин зуррияти». О Аллах, сделай меня выстаивающим молитву, сделай меня из числа совершающих молитву, ва мин зуррияти, и из числа моих потомков. То есть сделай моих потомков, совершающих молитву, Раббана ва такаббаль дуа. О Господь наш, прими мою мольбу, прими мою дуа. Вот это сура Ибрахим, 40 аят. Это вот доказательство того, что он совершал намаз и просил у Аллаха, чтобы Аллах сделал его совершающим намаз, и просил потомства, которое будет совершать намаз. Следующий аят про Ибрахима, несколько аятов вспомним. Давайте вспомним тот случай, когда он недалеко от Мекки, то есть на том месте, где сегодня Софа, Марва, мы совершаем саи, да, он оставляет свою любимую жену Хаджар с Исмаилем, то есть с маленьким младенцем. Он оставляет где? В пустыне. То есть нужно представить, что таких мраморных полов, кондиционеров, кровли, везде замзам, такого не было. И когда я
совершаю сам лично умру, я всегда вспоминаю этот случай. Когда мы передвигаемся по чистому мрамору, да, когда везде вентиляторы, кондиционеры, я всегда представляю вот этот хаджар, как она искала спасение, искала еду, искала питье, да. И вот он оставляет их где? На этой пустыне. И посреди пустыни. И дальше он делает дуа. Всю историю сейчас не будем, как спросила там, это Аллах тебе приказал нас оставить, да? Спросил еще Хаджара. И вот он сделал дуа. Раббана, о наш Господь, инни асканту мин зуррияти бивадин гайри зи зар'ин инда байтика аль-мухаррам. То есть, о Господь наш, я оставил часть моего потомства, то есть Исмаиля с мамой, да, в долине, где нет растений. То есть там нет никаких растений, там нет хлеба, нет, ну ничего нет, деревьев нет, ничего нет, да. Айнда байтика аль-мухаррам, то есть возле твоего заповедного дома, запретного дома. Раббана лиюкиму ссаля. О мой Господь, пусть они совершают намаз. Пусть они совершают намаз. То есть он попросил у Аллаха, что для своей семьи? Чтобы эта семья была с чем? С этим великим поклонением, с намазом. Это сура Ибрахим, 37 аят. Когда Исмаиль стал подростком, Аллах приказал, то есть сначала направил их на то место, где была Кааба, показал фундамент Каабы, да, основание Каабы, и приказал ему поднять стены Каабы. И они вместе, то есть Ибрахим вместе с сыном Исмаилем, они начали поднимать Каабу. Для чего? Вот это уже следующий аят, сура Хадж, 26 аят. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Когда мы указали Ибрахиму место основания дома, то есть дом с большой буквой, Каабы, и сказали: «Ан ла тушрик би шай'ан ва таххир байтия лит-таифина вал-каимина вар-рук'ис-суджуд». То есть Аллах Тааля сказал ему: никого, ничего не приобщай ко мне в сотоварищи, то есть поклоняйся только мне, и очищай мой дом, ватаххир байтия, очисти мой дом, приготовь мой дом. Для кого? Для тех, кто будет совершать таваф, обход, для тех, кто будет лиль-каимин, выстаивать свои намазы, и вар-рук'ис-суджуд, для тех, кто будут совершать поясной поклон, руку, и для тех, кто будут совершать земной поклон. Каям, рукух, суджуд. Это что? Это намаз. То есть он приказал воздвигнуть стены, приготовить стены Каабы для того, чтобы молящиеся, совершающие намаз, пришли, совершали таваф, выстаивали, стояли в каямах, рукугах и суджудах. О чем здесь говорится? Конечно же, об этом великом поклонении намаз. Давайте посмотрим ответ его дуа. Он же просил у Аллаха молящийся намазлы насль. Так ведь? Исмаиль алейхиссалям. Альхамдулилля, Аллах принял дуа Ибрахима и дал ему великое потомство. Потомство пророков, во главе которых, конечно же, самый лучший из всех созданий Аллах — это наш любимый пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот Аллах Тааля говорит про Исмаиля. Сура Марьям, 54-55 аяты. «Вадкур фил китаби Исмаиль». Аллах говорит: вспомни в Писании Исмаиля, сына Ибрахима. «Иннаху кана садикаль ва'д». Воистину, он был верен своим обещаниям. То есть Аллах описывает Исмаиля. Он сдерживал свои обещания. «Ва кана расулян». Он был посланником.
набиян, пророком, вакана ямуру ахлаху биссалати ваззакати вакана инда раббихи мардия. И он, Аллах описывает Исмаиля, он повелевал своей семье совершать что? Намаз. Если бы он сам не совершал бы, он бы свою семью не призывал бы намазу, так ведь? Поэтому он совершал своей семье, призывал свою семью совершать намаз, выплачивать закат, вакана инда раббихи мардия, и перед своим Господом он был, то есть Аллах был им доволен. Аллах был доволен своим рабом. Кстати, вчера я вам приводил аят и сказал, что этот аят был про Исмаиля. Я ошибся, я вот перепутал с этим аятом. То есть здесь сура Марьям, 54-55 аят, Аллах описывает именно Исмаиля, вот в начале. А вчера я вам говорил аят «Ва'мур ахляка биссаляти вастабир алейха». Это про нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Я просто перепутал, там говорится «повелевай своей семье совершать намаз и сам проявляй терпение касаемо намаза». Это про нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это сура Таха, 132, по-моему, если я не ошибаюсь, аят. А вот этот аят именно про Исмаиля. Идем дальше. Исхак, алейхиссалям. Якуб, алейхиссалям. Все, потомство Ибрахима идет. Суратуль Анбия, пророки, 72-73 аяты. «Вавахабна лаху Исхак». Аллах говорит, мы одарили его Исхаком. Аллах дал ему Исхака. «Ва Якуба нафиля». И вдобавок еще Якуба. То есть идет потомство Ибрахима. «Ва куллян джа'альна салихин». И каждого из них мы сделали праведниками. Они были праведными людьми. «Ва джа'альнахум аимма». И этих людей, сыновей, внуков Ибрахима, мы сделали вождями, имамами. То здесь речь идет не имамами мечети, да, а имма, то есть вождями, яхдуна би амрина, которые вели за собой народы, людей по нашему велению, то есть согласно религии, согласно приказам Аллаха. Ва аухайна илейхим фи'аля аль-хайрат. И Аллах говорит, мы внушили им, то есть вахи, дали им откровение, что? Фи'аля аль-хайрат, то есть совершение благих дел. Аллах научил их совершать благие дела. Ва икама ас-саля, выстаивать намаз. Ва ита аз-зака, выплачивать закат. Ва кану лана абидин, и они были поклоняющимися нам. То есть они поклонялись мне. То есть Аллах Всевышнему, Аллах возвеличивает себя, используя это, скажем, местоимение, да, нам. То есть Аллах вот здесь говорит, что Он внушил и Исхаку, и Якубу, что? Совершение благих дел. И в первую очередь это что? Благое дело. Это выстаивание намаза и выплачивание заката. Вот это суратуль Анбия, 72-73 аяты. Значит, его потомство, они совершали намаз. Набиюллах Шуайб, пророк Аллаха Шуайб, алейхиссалям. Шуайб, алейхиссалям, он призывал свой народ, чтобы те поклонялись единому Аллаху. И у каждого народа были свои слабости, у каждого народа были свои грехи, так ведь, свои недостатки. И в Коране мы видим, что один из недостатков народа Шуайба, они обвешивали людей. То есть, когда они продавали что-то, они обманывали на весах. Да? То есть, обвешивать людей, это еще такое древнее ремесло, получается. Да? И вот Шуайб, алейхиссалям, он, конечно же, предостерегал их, чтобы они поклонялись, то есть не поклонялись никому, кроме Аллаха, чтобы они поступали честно на весах, чтобы они не обманывали. И вот, как они отвечали ему? Они говорили, сура Худ, 87 аят, «Халю», и вот они сказали, «Я Шуайб, о Шуайб,
асалатука та'мурука ан натрука ма я'буду абауна ау ан наф'аля фи амвалина ма наша. О Шуайб, этот твой намаз приказывает тебе, чтобы ты призывал нас, то есть этот твой намаз приказывает тебе, чтобы ты призывал нас, чтобы мы оставили все божества, которым поклонялись наши предки, и чтобы мы не совершали то с нашим имуществом, чего мы хотим. То есть они же хотели обвешивать. То есть они говорили, это твой намаз тебе так говорит, что ты выступаешь против нас. То есть они что не видели в нем? Какие дела видели? Они видели его намазы. И поэтому Аллах говорит, они спросили, этот намаз тебя так научил разговаривать с нами? То, что ты намаз делаешь. Вот. И «Иннака ла анталь халимур рашид». И вот это сура Худ, 87 аят. Поэтому из его религии своего пророка, они видели что? Они видели его намазы. И поэтому они думали, что это намаз, вот это действие, это поклонение призывает его, чтобы он останавливал их от ширка и от обвешивания людей. Вот это пророк Шуайб, алейхиссалям. Муса, алейхиссалям. Если у нас Ибрахим халилуллах, Муса, алейхиссалям, у нас калимуллах. Да? Халилуллах – это любимый друг Аллаха, калимуллах – это, получается, собеседник Аллаха, с кем Аллах говорил. Муса, алейхиссалям, когда Аллах разговаривал со своим пророком Муса, алейхиссалям, он ему сказал следующие слова. Это сура Тоха, 14 аят. «Иннани ана Аллах». Воистину я Аллах, ля иляха илля ана. Нет Бога, кроме меня, нет божества, кроме меня. Фа'будни. И поэтому поклоняйся мне. Ва акимис салата ли викри. И выстаивай намаз, совершай намаз, ли викри, чтобы поминать меня. Вот в этом аяте мы видим приказ Аллаха. Аллах приказал Муса, алейхиссалям, во время этой встречи, чтобы Муса поклонялся только Аллаху и совершал намаз. Намаз – это был приказ Аллаха. И еще мы видим левикри слово. Для чего Муса, алейхиссалям, должен был совершать намаз? Для того, чтобы поминать Аллаха. То есть суть поклонения – это поминание Аллаха. И исходя из этого аята, основываясь на этот аят, ученые говорят, если твоя молитва перестает быть поминанием Аллаха, твоя молитва теряет свой смысл. Потому что смысл поста, смысл заката, смысл хаджа, смысл чтения Корана, смысл молитвы, намаза, суть в чем? Чтобы наши сердца, наши языки, наши тела поминали, восхваляли Всевышнего Аллаха. Поэтому, когда у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили из двух паломников, из двух совершающих паломничество, у кого лучше паломничество? Кто лучше? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, у кого во время паломничества больше зикра. То есть, кто больше поминал Аллаха, у того хадж будет лучше. У пророка спросили, а из двух, кто садака дает, закат выплачивает, кто лучше? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, у кого во время выплачивания заката, садака, кто больше поминал Аллаха, у него садака, закат лучше. Из двух молящихся, кто лучше, у кого во время молитвы поминания Аллаха было больше? Из двух постящихся, вот все постились. Вот у нас недавно великий день Ашура была. Многие постились. Но нельзя думать, что если мы в одно время вошли, одна и та же температура, одни и те же условия, да, и имам муазин сказал азан, и все ифтар сделали, и все одинаково получаем награду. Нет, это заблуждение.
Когда у пророка спросили, из двух постящихся, кто получит награду больше? Кто больше поминал Аллаха. Из двух муджахидов, которые выступили в битву, в бой на пути Аллаха, кто лучше? Пророк ﷺ сказал, кто во время битвы поминал Аллаха больше. Поэтому зикр, то есть поминание Аллаха, восхваление Аллаха, это суть в основе каждого поклонения. И в намазе, вот о чем мы с вами говорим и будем говорить, это суть намаза. Это не просто ты пришел, сделал определенный список, соблюдаешь определенный список телодвижений, киям, руку, суджуд и все. Нет, ты должен во время каждого хараката, каждого движения, ты должен поминать Всевышнего Аллаха. Ты должен понимать, перед кем ты стоишь, перед кем ты совершаешь поясной поклон, перед кем ты падаешь ниц. И это очень важно, то, о чем мы с вами, иншаллах, будем говорить. Поэтому акимис салята ли викри. Аллах сказал, совершай намаз для того, чтобы поминать меня. Поминать меня. Муса, алейхиссалям, он сам принял приказ Аллаха, и также он начал призывать Бану Исраиль, сынов Израилевых, к намазу. Сура Юнус, 87 аят. Аллах говорит, «Ва аухайна иля Муса ва ахихи». И вот мы внушили Мусе, алейхиссалям, и его брату, кому? Как его звали брата? Харуну, да? «Антабауа ли каумикума би Мисра буюта». Чтобы вы построили в городе жилища, чтобы вы построили для народа жилища. «Вадж'алу буютакум хиблятан ва акимус саля». И чтобы в этих жилищах люди приходили, и чтобы вы совершали намаз. Акимус саля. То есть совершайте намаз. «Вабашшириль му'минин», и обрадуй же верующих. То есть Аллах приказал им воздвигать дома и в этих домах призывать людей и поклоняться. И есть еще хадис, можно здесь помнить, Сахих Муслим, достоверный хадис, где пророк, саллаллаху алейхи, когда совершал Исра и Миградж, да, он рассказывает, когда я проходил мимо могилы Муса, алейхиссалям, я видел, как он стоял и совершал намаз. То есть из, скажем, науки акида, наше вероубеждение, вероучение, мы знаем, что у пророков есть свои особенности. Мумайязат ар-русуль, это называется тема. То есть это то, что отличает пророков от простых людей. И один из этих отличий, когда пророки умирают, они тоже попадают, оказывается, под землей, да? Но Аллах запретил земле пожирать тела пророков. Поэтому сколько бы пророки не лежали в могилах, и наш любимый пророк, саллаллаху, сколько уже попыток было, да, еще тогда дойти до его тела. Вот это один из караматов, который Аллах Та'аля дает пророкам. Это их отличие от простых людей. То есть земля Аллах сделал харамом пожирать тела пророка. Поэтому они живы, они поклоняются в своих могилах. И вот пророк, саллаллаху рассказывает, что он видел Мусу, алейхиссалям, который совершал в своей могиле намаз. Это в сборниках у имама Муслима. Вот это Муса, алейхиссалям. Идем дальше. Дауд, алейхиссалям. Ну, его еще называли царь Давид, да? Дауд, алейхиссалям. Его сын кто? Сулейман, царь Соломон. То есть он унаследовал это царство у кого? У своего отца Дауда. Поэтому Сулейман бин Дауд. Так ведь? Дауд, алейхиссалям. Мы знаем, есть истории в Коране, когда Дауд, алейхиссалям, совершил ошибку, и Аллах Та'аля проучил его, то есть он дал ему понять, что он ошибся, и как он покаялся, Дауд, алейхиссалям, как он покаялся за свою ошибку. Это в суре Сад, 24 аяте.
وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ. И вот Дауд понял, то есть он был убежден, что мы испытали его. То есть каждая наша ошибка – это испытание. Значит, мы не прошли испытание, так ведь? И вот Дауд, алейхиссалям, понял, что это было испытанием Аллаха, и он совершил ошибку. И что он сделал? فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. Он начал просить прощения у своего Господа, истигфар. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. И он что сделал? Совершил рукух и суджуд. То есть он совершил намаз. То есть его покаянием за свой грех послужил что? Послужила молитва. То есть он встал на намаз. То есть Дауд, алейхиссалям, совершал намаз. Это сура Сад, 24 аят. Также, дорогие братья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в некоторых благодеяниях, то есть великих делах, он ставит в пример кого? Дауда, алейхиссалям. Он ставит пример. И поэтому в хадисе, сборниках имама Аль-Бухари и Муслима, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дает нам понять, что самый лучший пост после Рамадана – это какой пост? Пост Дауда, который один день разговлялся, то есть отдыхал, а второй день постился. Но есть продолжение хадиса. Это у Бухари и Муслима. И самая лучшая молитва – это молитва Дауда, алейхиссалям. И также в хадисах приходит, как он выстаивал треть ночи. Так ведь? То есть пророк ﷺ сказал, лучший пост – это после Рамадана, это пост Дауда, и лучший намаз – это намаз Дауда, алейхиссалям. Поэтому вот это тоже указывает на то, что Дауд, алейхиссалям, он был ахлюс саля, то есть совершающим намаз, даже был наилучшим в этом. Его сын Сулейман, царь Соломон, да? Сулейман, алейхиссалям. Аллах наделил его таким царством, как он сделал дуа, в Коране есть дуа, да? Он попросил у Аллаха такого царства, которого ни у кого до него не было никогда в истории человечества, и которого ни у кого никогда не будет. То есть Аллах дал ему такое царство, такую силу, такую армию, такую мощь, которого никогда человечество не видело и никогда не увидит. Поэтому вот те, которые думают, что сегодня великие страны, там, Америка, которая хвастается своими там этими, да, железными птицами, конями, Китай и другие страны, да, ну, это ничего не значит по сравнению с армией Сулеймана алейхиссалям, потому что такого царства, такой силы никогда ни у кого не будет, какая была у Сулеймана алейхиссалям. И мы знаем, у каждого человека есть свои слабости. Так ведь? И у Сулеймана были слабости. Одна из его слабостей – это были кони. Кони. Он просто очень сильно любил своих коней. И каждый раз этих коней выводили к нему, они вот так топтались своими копытами, да, он сидел, он просто был влюблен в них. Он сидел, он наслаждался ими, он скакал на них, да, пока не произошел тот роковой случай, да, ну давайте так назовем. Он пропустил аср намаз. Да, ученые тафсиры говорят, если бы он, да, не поддался вот этим чувствам, да, если бы он не забылся, конечно, пророк Аллаха не может пропустить намаз. Но он пропустил. Солнце село, и уже пришло время другой молитвы. И тогда он, ну, в тафсирах много говорится об этом, да, он отказался от этой слабости. То есть это была его любовь.
Это была его любовь к коням, да? И он ради Аллаха, как знак покаяния за эту ошибку, он отказался от них. Но Аллах дал ему что-то еще лучше. Что? Аллах подчинил ему ветер. И его новым конем, что? Стал сам ветер. Этот ветер поднимал его, и он, можно сказать, скакал на этом ветре. Он мог за день пройти то, что люди за неделю не проходили. То есть Аллах Тааля за то, что он отказался ради Аллаха от своей вот этой слабости. Слабость вы поняли, да? Кто-то там дочке своей говорит, ты моя слабость, да? Кто-то жене, наверное, говорит, ты моя слабость, да? Вот он отказался ради Аллаха, и Аллах дал ему что-то лучшее, то есть подчинил ему ветер. Но в этих аятах мы видим сура Сад, 30, 31, 32 аяты. Сейчас я не буду всех их приводить, да? Но в этих аятах мы видим, дорогие братья, что Сулейман, алейхиссалям, на нем была возложена молитва. И не только молитва, а тут идет конкретная, да? Та молитва, которая должна быть совершена до заката солнца. Это какая молитва? Аср. Кстати, Аллах говорит, «Вахафиду аля салават, вассалатил уста». Берегите свои намазы, и особенно средний намаз. Да? И ученые говорят, что средний намаз – это тот намаз, который в середине, то есть аср намаз. Почему именно в середине? Потому что это то время, когда люди особенно заняты дунья, когда дунья кипит, и ему совершать вот в это время остановиться, взять тахарат, совершить намаз, может быть, особый для него, труд от него требуется, да? Или он может забыться в это время, потому что вот все идет, все кипит, дунья. И поэтому Аллах сказал, особенно средний намаз, серединный намаз, да? Вот, поэтому вот здесь мы видим, что Сулейман, алейхиссалям, он совершал намаз, и это было возложено на него. Идем дальше. Закария, алейхиссалям. Закария, мы знаем, что Аллах его испытал. Ибрахима испытал тем же, да, у него не было детей. И он всю жизнь просил у Аллаха праведное потомство. И когда только ему уже под 90, Аллаху алям, Ибн Касир говорит, ему было около 86 лет, он стал отцом. Так ведь это было испытание. Закария, алейхиссалям, у него тоже не было детей. И он уже состарился, и жена была бесплодной, она не могла родить, да? И вот, но он не прекращал обращаться к Аллаху. То есть надежда, она не умирала, и он всегда надеялся на милость Аллаха. И он просил у Аллаха для себя потомство. И мы знаем, сурат Аль-Имран, Аллах принял его дуа. Сначала давайте дуа. Аль-Имран, семейство Имрана, 38 аят. «Хуналика да'a Закария Рабба». И вот Закария воззвал к своему Господу, обратился к своему Господу. «Каля» и сказал, «Рабби хабли милладунка зурриятан тайиба». О Аллах, одари меня из своей милости, одари меня кем? Чем? Зурриятан тайиба. То есть прекрасным потомством. Дай мне детей, прекрасным потомством. Иннака сами'у дуа. Воистину ты тот, кто слышит дуа. Закария, алейхиссалям, всегда делал это дуа. Но когда пришел ответ на его дуа? Ответ пришел тогда, когда довольство Аллаха Закария был, вот Аллах особенно был доволен им. А это именно тогда, когда он совершал намаз.
То есть он это много делал дуа, но ответа пока не было. И ответ пришел когда? Когда Аллах был особенно доволен им, и он был во время намаза. Сура Аль-Имран, следующий, тот был 38-й, 39 аят. «Фанадатхуль малаика». И вот ангелы воззвали к нему, обратились к нему. Когда? «Вахуа каимун», когда он стоял, каим, киям делал. «Юсалли фил михраб», когда он выстаивал намаз, находясь в михрабе. Но михраб сегодня мы понимаем как вот это особое место перед первым рядом, впереди со стороны кибла, то есть это особое место, которое показывает направление кибла. Да? Но тогда слово михраб означало это место молитвы. Может быть, у тебя дома, вот где-то твоя комната, твое помещение, какой-то уголок, там, где ты совершаешь свои намазы. Вот это место называлось михрабом. И вот Закария, алейхиссалям, стоит у себя в михрабе и совершает намаз. И во время намаза приходит к нему кто? Спускаются к нему ангелы. И не просто так. «Вахуа каимун юсалли фил михраб». И он стоит, выстаивает свой намаз, находясь в михрабе, и ангелы ему говорят: «Анналлаха юбаширука». Аллах радует тебя. Аллах решил обрадовать тебя. То есть радостная весть пришла. Бияхья, младенцем, юношей, которого зовут Яхья. То есть те дуа, которые он годами делал, ответ он получил когда? Когда Аллах был особенно доволен им. То есть он стоял в михрабе и совершал намаз. И вот в это время спустились ангелы и обрадовали его прекрасной вестью, что Аллах дает ему Яхья, сына. «Мусаддикан би калиматин мин Аллахи ва сайидан ва хусуран ва набиян мин ас-салихин». И дальше уже это было обещание Аллаха, и уже Аллах описывает этого младенца, кем он будет, каким он будет. Аль-Имран, 39 аят. Вот. И даже что касается дуа, вот здесь мы не только про намаз еще видим, мы видим про дуа. Вот иногда может быть так, что ты обращаешься к Аллаху с какой-то просьбой, да, что-то просишь, ждешь от Него, но Аллах почему-то тебе не отвечает. Потому что, может быть, что-то встает преградой между милостью Аллаха, то есть между ответом Аллаха и тобой. Но человек может что-то совершить такое, машаллах, и Аллах так смилостивится над ним, и Аллах ответит на его ту мольбу, на которую он тогда не отвечал. Поэтому очень часто, когда мы совершаем какие-то благодеяния, мы видим, что эти дуа Аллах открывает нам. То есть бывает так, что в Рамадан, машалла, ты целый день постишься, ночью идешь выстаивать намаз, потом дуа, зикр, потом время сухура, да? Может быть, ты даже об этой просьбе даже не вспоминал, ты тогда же еще просил, да? Но Аллах тебе открывает. Почему сейчас? Потому что Аллах доволен тобой сейчас, именно в это время, и Аллах принимает твои дуа. И вот то же самое, то же правило, мы мудрость Аллаха видим в случае с Закария, алейхиссалям. Вот поэтому Закария, он совершал намаз, он был молящимся. Айса, алейхиссалям. Айса, алейхиссалям, святой Иисус, он тоже совершал намаз. И он тоже не только сам совершал намаз, он призывал свой народ, чтобы те совершали намаз. Сура Марьям, Мария, 31 аят. Аллах приводит нам слова Иса, алейхиссалям. «Ваджа'аляни мубаракан айнама кунт». Иса, алейхиссалям, говорит: Аллах сделал меня мубарак, то есть
благословенным, где бы я ни был. Ну, машаллах, это качество пророков, это качество мусульман. Иса, алейхиссалям, это был человек, куда бы ни ступала его нога, люди получали баракат от него. Здесь он кому-то назидание давал. Здесь он кого-то излечивал от страшной болезни. Здесь он кого-то повел по пути истины. Здесь он остановил грешника. То есть пророки, в них был баракат. В нашем пророке был баракат. И ученые говорят, вот мы также, верующие мусульмане и мусульманки, куда бы мы ни шли, с кем бы мы ни встречались, с кем бы мы ни общались в жизни, от нас должен быть, люди должны получать баракат. Поэтому Иса, алейхиссалям, описывая себя, он сказал: «Ваджа'аляни мубаракан айнамакун». Аллах сделал меня благословенным, мубарак, где бы я ни был, да? «Ва аусани», и Аллах заповедовал мне, приказал мне, чтобы я хранил это, исполнял это. Что? Биссаля, чтобы я совершал намаз. Я должен совершать намаз. «Ваззака», выплачивать закат. Кстати, во многих аятах намаз, закат, намаз, закат. Многие аяты, да, они вместе идут. Чтобы я совершал намаз, чтобы я выплачивал закат, ма думту хайя, пока жизнь будет во мне. То есть, пока я не умру, я должен совершать намаз, и я должен выплачивать закат. Сура Марьям, 31 аят. Вот это пример нескольких пророков. Дорогие братья, молитвы которых Аллах описывает нам в Коране, и наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своих хадисах. И мы знаем, что многие пророки, они были из числа Бану Исраиль. Так ведь? Ну, Бану Исраиль, может быть, кто-то сегодня пытается их назвать. Это вот евреи, иудеи, да. Все-таки здесь мы вопрос не будем сейчас глубоко углубляться, да. То есть Бану Исраиль, сыны Израилевы, это был великий народ на самом деле, кого Аллах Тааля облагодетельствовал, кого Аллах Тааля возвысил и дал среди них очень много пророков мира. И вот Бану Исраиль, пророки, которые приходили из числа этого народа, они абсолютно все совершали намаз. Сура Марьям, 58 аят. Аллах говорит: «Уляика аллазина ан'ама Аллаху алейхим». То есть это те, которых Аллах облагодетельствовал, которым Аллах дал свои блага, свои дары. Минан набиин, из числа пророков, потому что среди них было пророков много, да? Мин зуррияти Адама, из потомков Адама. Ва мимман хамальна ма'a Нух, и из тех, кого мы пустили в ковчег с Нух, алейхиссалям, вместе с Ноем, алейхиссалям. Мин зуррияти Ибрахим, из потомков Ибрахима. Вот пошли уже потомки Адама, алейхиссалям. То есть Адам и его потомки, да? Потомки Нух, алейхиссалям. Мин зуррияти Ибрахим, потомки Ибрахима. Ва мин зуррияти Исраиль, потомки сынов Израилевых, да? Ва мимман хадайна ваджтабайна, и из тех, кого мы наставили на путь истины, да? Иза тутля алейхим аятур рахман, и вот если перед всеми ими читались аяты милостивого, аятур рахман, харру суджадан вабукия, они падали ниц, то есть они падали в суджуды и в слезах, они плакали, то есть они, плача, падали, совершали суджуд. Вот о чем говорит Аллах? Вот о потомках Адама, алейхиссалям, о потомках Нуха, алейхиссалям. То есть это те, которые вместе с Нухом оказались спасенными где? В ковчеге. То есть это верующие. Так ведь? О потомках Ибрахима, алейхиссалям, о потомках Бану Исраиля.
когда им читались знамения Аллаха, они падали ниц, они совершали суджуды в слезах, они совершали намаз. Да, внуки Адама, Нуха, Ибрагима, Бану Исраиль. И Аллах их возвысил, Аллах сделал их благословенными, и они совершали намаз. Но это была сура Марьям, 58 аят. Давайте идем дальше. Сура Марьям, 59 аят. Сначала Аллах описывает потомков Адама, Ибрагима, Нуха, Бану Исраиль, да, что они совершали намаз, что они падали ниц перед Аллахом, когда слышали знамения Аллаха. Да? Но вот в 59 аяте Аллах Тааля говорит, что же случилось потом. То есть, получается, Адам, его потомки, они падали ниц, они совершали суджуд. Нух, алейхиссалям, его потомки, они совершали намаз. Ибрагим, алейхиссалям, его потомки, они совершали намаз. Бану Исраиль, сыны Израилева, их потомки, они все совершали намаз. Но что случилось? Почему намаза нет? Аллах говорит, «Фахаляфа мин ба'дихим хальф». Сура Марьям, 59 аят. Но пришли после них потомки. То есть пришли на землю их потомки. Это потомки кого? Величайших пророков, потомки святых людей. «Фахаляфа мин ба'дихим хальф». После них пришли потомки «Адару саля». Они стали пренебрегать намазами. Да, Аллах не говорит, они оставили намаз. Потому что можно оставить намаз полностью, а можно адару саля. То есть намазның хақын қыстылар. Они стали ущемлять права намаза. Они стали пренебрегать. То есть они халатно начали относиться к намазу. Они начали оставлять какие-то намазы. Они не вовремя начали читать намаз. Адару саля. То есть они начали пренебрегать намазами. Ваттабау шахават. И они последовали за своими страстями. Вот она причина, страсть. Люди последовали за этой дунья, за красотой этой дуньи. Они погнались, люди, они увидели красоту этой дуньи, прелести дуньи, и они поддались своим страстям. Кто-то поддался богатству, кто-то власти, кто-то карьере, кто-то заболел алчностью, жадностью, да? И вот результат. Они оставили свои намазы. И Аллах говорит, «Фасауфа ялькауна гайя». Но скоро они обязательно увидят результат этого. То, что они поддались своим страстям и оставили свои намазы, Аллах говорит, они увидят последствия этого. И то, что Аллах Тааля губит народы, то, что Аллах Тааля когда-то великие народы, среди которых пришли пророки, да, они теряют свое величие, они теряют свое, то есть былое величие, баракат, они все это теряют. Поэтому Аллах говорит, «Фасауфа ялкауна гайя». Скоро они увидят результат этого. Марьям, 59 аят. Поэтому это был аманат для них. Вот эта молитва, намаз, это был аманат для потомков Адама, для потомков Ибрагима, для потомков Исмаиля, Нуха, алейхиссалям, и так далее, и так далее. То есть даже сегодняшние, если взять арабов, да, арабский мир, да, мы не можем сказать, что весь арабский мир, к сожалению, он совершает намаз, но это потомки пророков. Так ведь? То есть это те народы, среди которых были пророки, или потомки сынов Израилевых, да, и они оставили намаз. Почему? Потому что они погнали за своими страстями. И поэтому Аллах лишил их этого баракета, лишил их сил. Аллах Тааля поставил над ними, над этими великими племенами, великими народами кафиров, которые играют ими, которые пользуются ими недрами, дарами, силами и так далее, и так далее. Вот это есть как раз то последствие, которое Аллах Тааля обещал. Поэтому из всего того, что сегодня мы с вами прочитали, вспомнили, да, мы можем вывести правило. Религия Аллаха
начиная от Адама и завершая последним пророком, шариат, законы шариата, законы религии никогда не существовали без намаза. Религии Аллаха без намаза никогда не было. И на этой земле никогда не было ни одного пророка, который бы пришел к народу без намаза. Все они совершали намаз. И не было ни одного пророка, который бы собрал когда-то в каком-то веке, в какой-то цивилизации, неважно, в какой-то части земли, вот он собрал где-нибудь в мечети, в храме, где, да? Он собрал свой народ и сказал: дорогие братья, вы можете не молиться. Вы можете не совершать намаз, вы все равно будете в раю. Аллах прощающий. Они никогда этого не говорили. И пророк этого никогда не говорил. До последнего вздоха Али описывает, вот уже, говорит, мы слышали вот этот свист уже, гр-гр-гр, уже все, пророк умирает, и он лежит и говорит: ас-саля, намаз, намаз. Поэтому религии Аллаха без намаза никогда не было, дорогие братья. Я не говорю сейчас сегодня, что у кого есть намаз, они мусульмане, остальные все враги. Нет, мы не выводим людей, которые говорят, что они мусульмане, говорят, что да, мы верим в Аллаха, мы верим, это фарс, это харам, есть судный день, есть рай, есть ад. Если они все это признают, особенно мы ханафиты, особенно, да, хотя не только ханафиты, да, мы не говорим, что вы все кафиры, да, мы не закрываем перед ними дверь, мы говорим: вы мусульмане, но вы должны молиться, потому что религия Аллаха всегда была с намазом. И мусульмане, мусульманки всегда были с намазом. Это история нашей религии. И есть даже хадисы, которые указывают, что первым эту умму покидает намаз и последним покидает намаз. То есть первым люди начинают хушух, ауалю шайин юрфагу мин хадихиль умма, то есть самое первое, что поднимется, уйдет из этой уммы, это смиренность в намазе. То есть первое, после сподвижников умма потеряла что? Это смиренность в намазах, хушуклык. Когда ушла вот это понимание, перед кем ты стоишь, кому ты поклоняешься, кто ты, слабый, беззащитный, грешный раб. Вот эта смиренность, понимание, оно ушло. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в другом хадисе, я вам найду этот хадис, иншаллах, говорит, что самый последний покинет эту умму, это намаз. Если намаз уйдет, все, уйдет. Поэтому это великое поклонение, это аманат. Это был аманат от пророков их потомкам, их внукам. И это аманат нашего пророка, когда он умирал, он говорил: умма моя, намаз, намаз, намаз. И этот аманат мы должны, вот Аллах дал нам этот аманат, да? Кому-то 20 лет, кому-то в 15 лет, счастливые они, да? Кому-то в 40, кто-то в 50, кто-то в 70 принял это знамя, машаллах. Мы должны нести это знамя, пока ма думту хайя, пока жизнь не покинула нас. И мы должны передавать этот аманат следующим поколениям. И пусть Аллах нам, иншаллах, поможет. И все, этим завершаю, да, кому надо обновиться, тахарат, обновляйтесь, у нас через буквально минуту-две азан будет. Вот даже, дорогие братья, вот просто буквально несколько случаев, да, вот возьмите Исра, да, когда Аллах переселил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, что там в Аль-Акса? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил намаз имамом, за ним кто встали? Все пророки. Пророк начал их учить. Дорогие пророки, мы сейчас совершаем намаз. Намаз совершается следующим образом. У него киямут нет. Потому что все пророки, они знали порядок намаза. Они знали эти киямы, эти рукугы. Даже в некоторых хадисах говорится, что вот это положение смиренного раба, положение, да, вот когда вот кулыңны бағлап, вот так стоишь, не так, да, а вот это положение смиренного раба мы уже унаследовали от других народов. То есть это всегда было так, что праведный, смиренный раб, понимающий свою слабость, он вот так стоял. Мы сейчас не будем масхабой углубляться, но это было всегда. Это было всегда. И тахарат, про тахарат есть эти. Просто у нас времени мало. Поэтому
у нас очень много общего с другими древними народами, потому что все совершали намаз. Джазакум Аллах хайр, субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ан, астагфирука ва атубу илейк. Завтра, иншаллах, продолжим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.